Месяц 3-4 раза качает одежду, за вот мети аж дагайтина метигер. Тахан уже качается, да и все уже до что я хи. Руслан Хацеев в одном из самых отдаленных сел Ингушетии живет с самого рождения. В жизни, да и в селении за эти годы переменилось многое, но только вот воды как не было, так и нет. Хи дуат уже, лохи 300 метров колодец алтон, да охкро шланги лилер. Уюкерчар масара лилер по очереди, да хи месяц 3 раза качает одежду хи. Бассейн идеально. Колодцы, канистры и ведра Варшты уже давно как часть интерьера. Местные жители, это порядка 1500 человек, пытались решить вопрос самостоятельно. Собирали деньги на новые насосы. Но это также не решило проблему. Питьевую воду возят из соседнего Нестеровского или Сунжи. Но такое удовольствие по карману не каждому. هنزات أشنو كقير ومال سبايدن دوتر هنزا على ألكومري تجر قيه ليش أسقي ماشين ثاني دا ودي كنيسترش ثاني تجر ده أزخي إيش حدين تون примерно 150 литров за раз хая из на 2 недели то сун ахи. Местные жители не в шутку замечают, им приходится выживать, как в африканской пустыне. Аштинцам приходится каждый день ломать голову над тем, как запастись водой. Способы у всех разные. В основном ее качают из близлежащих колодцев специальными моторами, мощности которых хватает с трудом, да и ломаются через каждые пару месяцев. Приходится покупать новые. Я проживаю в низах. Да, у меня больше воды, чем у этого жителя. Но у меня тоже она приходится 4 часа вставать, набирать бассейн. Днем она не бывает. Битва за воду Варшты длится, что называется, с самого его основания, то есть с конца 19 века. Чтобы решить проблему, уходящую корнями вглубь веков, в 2018 году в селе провели монтаж водопроводных сетей. Специалисты из Пятигорска на окраине пробурили скважину, где, по утверждению исследователей, вода есть. Установили резервуар-накопитель, но живительная влага так и не пошла. В этом году Ингуш-регион-водоканал пробурил еще 3 новые скважины, но и это не спасло ситуацию. Вода доходит только до близлежащих домов. И то со слабым напором, сетуют жители. Приехали, сделали разводку, поставили емкость 300 кубов. Начали, когда подсоединять к источнику водоснабжения, вот, к артезианской скважине, оказалось, что дебита нету вообще воды. После этого водоканал приехала сюда, работники водоканала, и пробурили 3 каптажника. Увеличилось в системе, но это процентов на 25-30 вот летом хватает людей. Остальные люди сидят у нас без воды. Решить проблему помогут только глобальные перемены. Чтобы вода зажурчала в каждом доме, необходимо качать ее из соседней Чемульги, где таких проблем нет. Артезианские воды там существуют. Здесь их нет, а там они существуют. Поэтому дополнительно, там есть 2 скважины, дополнительно пробурить скважину и водопровод протянуть в Аршты посредством насосной станции. Районная администрация, мы и сейчас написали недавно, на имя председателя правительства написали, мы описали 2 проблемы этого села. И эти 2 проблемы существуют давно. Это водоснабжение и электроснабжение. Местные жители не унывают, надеются, что вода перестанет быть актуальным вопросом и все-таки польется из каждого крана. А как скоро эта проблема разрешится, покажет время. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакеев, Новости 24.